Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в гостях программы «Открытый вопрос» иеромонах Василиск, участник Церковного совета Абхазской православной церкви, настоятель храма Покрова Святой Богородицы в городе Гудаута. И сразу первый вопрос вам. Скажите, пожалуйста, 15 мая состоится такое мероприятие, которое называется «Церковно-народное собрание». Проводит митрополия Абхазская. Выразите, пожалуйста, отношение Абхазской православной церкви к этому мероприятию. Мы данное мероприятие не можем рассматривать как народное и как церковное собрание. Почему? Потому что мы, представители Абхазской православной церкви, и наши прихожане не участвуем в этом собрании, как не участвовали в первом собрании. Многие рассматривают какие-то, отношения церковные у нас в республике, какое-то противостояние между личностями, между отцом Виссарионом и отцом Дорофеем. Это не совсем так. Мы не поддерживаем данное собрание по той причине, что, во-первых, считаем, что оно не отстаивает прямые церковные вопросы. Мы видим, что здесь более превалирует национальное над каким-то, над церковным духом. Почему? Я сейчас поясню. Церковь Христова, она образовалась, днем основания ее является Пятидесятница. Пятидесятница Откровения. Это сошествие Святого Духа на апостолов. То есть апостолы сначала получили благодать Святого Духа, и только потом они пошли и стали организовывать церковь. Данное же собрание, оно больше имеет такую национальную и политическую подоплеку. Посмотрите, вообще люди как считают? Люди считают очень просто. У них черное и белое. Они считают, Абхазская православная церковь за союз с Грузией, а Абхазская митрополия за независимость. Что вы скажете на это? Абхазская православная церковь никакого союза с Грузией не поддерживает. Ведь само образование того, что мы называем Абхазской православной церковью, оно было в первую очередь, когда это было в 2009 году, основано на том, что мы не имеем никакого отношения с грузинской православной церковью. То, что грузинская православная церковь существует, это факт, который признают сегодня и русская православная церковь, и Константинопольский патриархат, и все поместные православные церкви. Это факт непреложный. Но мы здесь, в Абхазии, мы наметили пути на то, чтобы создавать свою независимую, православную, сейчас говорить об автокефалии рановато, но тем не менее независимую церковь. У нас в Грузии не было и нет никаких контактов с 1992 года, когда началась агрессия Грузии против Абхазии. Мы, священники, которые составляем Абхазскую православную церковь, мы все рукоположены в Московском патриархате. В этом состоит помощь русской церкви нашей Абхазии и восстановлению церкви у нас здесь в Абхазии. Поэтому говорить о том, что мы имеем какую-то связь или поддерживаем грузинскую церковь, это совершенно абсурдное заявление. Мы не имеем с ними никакой связи. Мы с ними не встречались, мы с ними и не собираемся решать какие-то вопросы. Но ведь отец Виссарион, он был рукоположен именно грузинской православной церковью. Это разве не нарушение канонов? Понимаете как, отец Виссарион был рукоположен в грузинской православной церкви еще в период, когда не было у нас войны, не было такого противостояния между Грузией и Абхазией. И отец Виссарион на сегодняшний день, его юридическое отношение к грузинской церкви ничего не значит. Он с ними не поддерживает отношения и никакого отношения к ним не имеет. Отец Виссарион положил все свои силы для того, чтобы создавать то, что есть сегодня в Абхазии, во взаимоотношениях, в отношениях именно с Русской Православной Церковью, с Московским патриархатом. И благодаря его усилиям мы, священники Абхазской Православной Церкви, здесь находимся. Усилия отца Виссариона, насколько они успешны по связям с Русской Православной Церковью?
Ну, сами посудите, если нас уже здесь больше десятка, около, сколько нас сейчас, 19 священников, священнослужителей на территории Абхазии, рукоположность Русской Православной Церкви, это само по себе, за себя говорит. Скажите, а все-таки как видит Абхазская православная церковь решение вот этого вопроса с Абхазской митрополией? Есть ли какие-то точки соприкосновения, возможности договориться, возможности диалога, хотя бы начать его? Вы понимаете, мы неоднократно говорили об этом и предлагали руководству Священной митрополии о том, чтобы они стали составной частью Абхазской православной церкви. Ведь само руководство митрополии в лице ее председателя, он священник Русской Православной Церкви, он там рукоположен. Вот. В силу каких-то своих личных обстоятельств он разорвал с ней отношения. Мы предлагали ему принести акт покаяния и войти через разрешение своего статуса с Русской Церковью в Абхазскую Православную Церковь. Само по себе название митрополия предусматривает не какую-то самостоятельную церковную общину, а именно составную часть какой-то поместной церкви. Вот, и поэтому мы не отрицаем того, что Священная митрополия может стать составной частью Абхазской православной церкви. Просто мы не увидели отклика с их стороны в этом отношении. Скажите, а вот та деятельность, которую ведет митрополия по приобретению собственной автокефалии абхазской, да, как вы считаете, она возможно такое, чтобы это у них получилось? Вы понимаете, дело в том, что существует на сегодняшний день такой механизм обретения самостоятельности митрополии. Церковь, которая хочет обосноваться, какая-то церковная область или церковная община, которая хочет получить самостоятельность, она может ее получить только через разрешение кириархальной церкви, то есть той церкви, в состав которой она входила. То есть, если мы, церковь на территории Абхазии, вот грузинская церковь имеет к нам притязание как к Цхума-Абхазской митрополии, да, как это было до войны, то весь православный мир как бы это признает. И на сегодняшний день надо как бы решить вопрос, чтобы они нас отпустили. Вот. Понятно, что на сегодняшний день этот вопрос настолько щекотлив и имеет такую политическую подоплеку, что мы сами ее решить не сможем. Поэтому Русская Православная Церковь взяла на себя миссию в том, чтобы именно решить наш вопрос. Взяла на себя такой труд. Вот. И Священная митрополия, которая уповает на помощь Вселенской Патриархии, нет у Вселенской Патриархии на сегодняшний день таких вот ресурсов, чтобы по своей воле решить вопрос. Они тоже только ее с грузинами могут обсуждать. Сами они ее не решат, к сожалению. То есть у них нет самостоятельности в этом вопросе? На сегодняшний день нету. Вы знаете, я так понимаю, что участники митрополии, они уповали на то, что вот этот вот грядущий всеправославный собор, он решит вопрос о том, что Вселенский Патриарх вернет себе такой, знаете, средневековый статус, когда он был первым среди других иерархов, других церквей. Но сегодняшняя политическая картина мира такова, что Патриарх Вселенский может быть первым среди равных по чести, но не первым по власти. По этой причине этот вопрос на сегодняшний день, он утопичен. Всеправославный собор будет проводиться в июне на Крите. Абхазская православная церковь будет ли какое-то отношение иметь к работе этого собора? Вы знаете, Абхазская православная церковь на сегодняшний день не является такой организацией, которая имела бы легитимность для участия в таких организациях, как Всеправославный собор. А вопрос она не может поставить, например, вот тот же самый, который мы пытаемся решить. Как вы считаете, здесь, в Абхазии? если существует какая-то там сессия ООН или еще какой-то организации, где жестко определен регламент и протокол, если люди будут на улице стоять с какими-то лозунгами и плакатами, для этого надо, чтобы, по крайней мере, их признали и пригласили на этот собор, на это собрание. А просто так с улицы никого не пустят. А к сожалению, это утопическая идея, которая
Вы думаете, она ни к чему не приведет? Я думаю, что ни к чему не приведет. А Всеправославный собор, вот по какому поводу в этом году будет собираться? Вообще, что будет стоять перед ними, какая задача? Ну, там будет стоять задача вообще соборности церкви в мире. Почему? Потому что подобные совещания на уровне представителей всех церквей не проводились уже несколько сотен лет. После развала Византийской империи Вселенская Патриархия потеряла свой такой вселенский, всемирный, всеобъемлющий фактор, статус, и мир жил, православный мир, по крайней мере, жил такими, знаете, на уровне поместных церквей. Вот. На сегодняшний день это попытка возобновить тот принцип соборности, который существовал в средние века. Скажите, а Всеправославный собор, он может менять какие-то законы вот внутри православной церкви? Вот, опять же, вопрос подчинения, соподчинения церквей. Законы и каноны церкви, они приняты уже давно, и они не подлежат каким-то обсуждениям и переменам. Тогда, как вы видите, в чем выход? В чем выход вот этого противостояния между митрополией Абхазской и Абхазской православной церковью? Вы знаете, у нас нет противостояния между Абхазской православной церковью, нет противостояния между митрополией. Вот мы хотим единства, чтобы у нас внутри общества, чтобы у нас в Абхазии, мы были в едином отношении, в едином стремлении к Богу. Вот. А развитие общин по каким-то таким внутренним принципам, оно не приведет ни к чему хорошему. Нам нужно единение. Нам нужно, чтобы мы были вместе. Мы хотим только этого. Ну, как добиться, если там упираешься в закон, здесь упираешься в каноны? Вы знаете, для того, чтобы добиться такого единения, я думаю, что нужно взаимоуважение, нужно смирение. Нужно принять и понять, нужно уважение друг к другу. Уважение к старшим нужно. Вот. Упираться просто на свои какие-то доводы личные и вести их до конца ни к чему хорошему не приведет. Ну, скажите, вы лично знаете представителей митрополии? Да, прекрасно. Вот знаю. что вы могли сказать? Можно договориться? Можно, ну, как чисто по-человечески, у нас же часто человеческие контакты бывают более эффективны, чем какие-то официальные. Ну, во-первых, мы все люди. Во-вторых, мы все одной крови. Мы все, наверное, одного духа. Нам нужно просто иметь друг к другу любовь, терпение. Нужно смириться перед чем-то и пойти друг другу навстречу. Я опять хочу сказать о том, что церковь, в первую очередь, это институт благодати, институт благодатейства духа. Мы, знаете, богослужение, обряд, церковная жизнь, она должна быть пронизана благодатейством духа. Если мы будем строить церковь просто по каким-то мирским принципам, будем строить ее как мирскую организацию, опираясь на юридические законы, то в конце концов мы придем к тому, что ради чего мы собираемся. Богослужение даже в самые лютые дни для церкви, вспомни Русскую Православную Церковь, в период советский, в период лютых гонений, даже в каких-то в тюремных заключениях, в лагерях, богослужения порой проводились в сарае, в лесу, но центром их было то, что там была благодать Святого Духа. И именно этот критерий будет всегда определять правду. То есть не по внешним принципам, не по принципам, знаете, того, где более высокий интеллектуальный уровень, где слаще говорят, где больше образованности, а именно благодать Святого Духа только может быть оценка того, где есть правда. Можете ли вы сделать небольшой прогноз того, как завершится вот это церковно-народное собрание? Ну, как собрание любой организации, оно пройдет, завершится, будет, видимо, принят какой-то свой регламент. Просто я еще хотел бы сказать, что, к сожалению, мы пока не находим в этом отклика. Мы не предпринимаем никаких агрессивных действий, но Новоафонский монастырь не место для проведения таких мероприятий.
Если... Я еще раз говорю, что мы не признаем это каким-то не церковным, не народным собранием. Это корпоративное собрание какой-то организации. Вот. И мы и советовали, и сейчас советуем, что если священная митрополия хочет развиваться, мы не будем ей даже препятствовать. Вот. Но только не в стенах Новоафонского монастыря. Новоафонский монастырь – это вселенская святыня, и святыня Абхазской православной церкви. И даже по юридическим законам она принадлежит нам. Вот. Там нужно богослужение совершать, а не собрание проводить. Как вы считаете, церковный вопрос может ли стать еще одним, как скажем так, шлагбаумом для разделения нашего абхазского общества? Он уже стал, к сожалению. Почему? Потому что многие внутриполитические силы используют его для того, чтобы как площадку для своих действий. Вот. Многие организации, которые существуют у нас, которые финансируются извне, которые, если посмотреть конкретно на их и называние их деятельность, по большому счету это организации, которые не отстаивают интересы нашего государства. Вот. И они используют в своих целях эту площадку. Ну, вообще, как вы считаете, Абхазия, если Абхазия будет иметь свою автокефалию, это хорошо для нее или плохо? Вот если, допустим, вдруг такая как бы безумная идея, которая идет вопреки всем церковным канонам, да, если вдруг она, возможно, воплотится, ведь обычно все начинается из идеи. Вы понимаете, я очень хорошо понял, что вы сейчас хотите сказать, и то, на что уповают участники митрополии, это признание Абхазии всем православным миром. Понимаете, но только смотреть надо на православный мир не как юридически обусловленные какие-то, а именно как духовную, именно принимая во внимание именно духовную сторону, духовный фактор. Вы понимаете, возможно, что нам завтра, а это имеет очень большое значение для Абхазии и в политическом отношении, нам будет гораздо, не то что гораздо, а нам придется ориентироваться на какую-то одну церковь, чем на церковные организации мира. Почему? Потому что русская православная церковь на протяжении очень многого времени была хранительницей православия в мире вообще. И возможно, что это будет и сейчас. И нам гораздо более будет важно иметь именно отношения с русской православной церковью, чем со всем остальным. Ну, вы знаете, вот тоже такое прошло как бы не совсем, скажем так, традиционная встреча митрополита Кирилла с Папой Римским. Этого же тоже раньше не бывало. Ну, знаете, встреча православного иерарха, первого иерарха с Папой Римским, ничего нового в этом нет. Это политическая акция, на которой не обсуждались вопросы церковного устройства. Это там обсуждались какие-то, знаете, такие общемировые проблемы. А точно так же и гораздо чаще, не один раз, с Папой Римским встречаются другие иерархи, тот же самый Вселенский патриарх, он постоянно встречается с Папой Римским. Их диалоги, как раз-таки их диалоги выходят за рамки просто каких-то политических диалогов, а имеют уже и некоторый внутрицерковный характер. Отец Василиск, я завершаю свое интервью. Спасибо вам за то, что приняли участие в нашей передаче. Уважаемые телезрители, я напоминаю вам, что у нас в студии был иеромонах Василиск, участник Церковного совета Абхазской православной церкви, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Гудаута. Всего вам доброго. До свидания.